السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى وعالى دعالى سآلة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Weydüytçük, weydəşdik, weyliluk. Allah reza olsun. Bu soğuşlardan paydaş. Weyn paydaş. Allah reza olsun. Weyn kınxiyetin binçəni ahulutil. ويقام يوضعوا دولة خزن الله دين ثاني دول ضعت دو تسنكت ثاني ويتسنكت ديش دول ضعن جربت دوشيات بو الله شي دين جوع اللهم إني ظلمت نفسي ظلما قاسرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Nog iemand te dertje, godsdienstje, ибо окудоняче, тардух. О Аллах, поистине я притеснял себя много раз, и никто, кроме тебя, не прощает грехи. Прости же мне, даровав свое прощение, и помилуй меня воистину, ты прощающий, милостивый. Это в сахихе имама Муслима. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Сделаем еще один дуа, для того, чтобы потом поговорить о серьезной теме в исламе. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Сейчас здесь такой дуа я ищу хороший, который самый лучший дуа для всех мусульман. Потому что в этом дуа именно затрагиваются самые важные вещи мусульман. Сейчас мы это зачитаем. Да, так, ну тут разные дуа у нас все есть. Сейчас мы такой самый хороший такой. Вот, это самый хороший дуа. Аллахумма инни аузу бика миналь аджзи валь касали валь джубни валь бухли валь харами ва аззабил кабри. اللهم أت نفسي تقوها وزاقها أنت خير من زقها أنت وليها ومولعها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجب لها. Nog чему ты дерче, Господище, о Аллах, поистине я прошу защиту тебя от немощности, лени, трусости, скупости, старческой слабости и могильных мук. О Аллах, сделай мой нафс богобоязненным и очисти его. Ты лучший из очищающих, ты его хозяин и покровитель. О Аллах, поистине, убереги меня от бесполезных знаний. Это очень важный момент. Это самый важный момент во всем этом дуа. О Аллах, мы взываем тебе, поистине убереги меня и всех нас от бесполезных знаний. А ислам, как мы знаем, является самым бесполезным созданием человечества. Там нет ничего, никаких полезных знаний. Поэтому мы взываем к Аллаху. О Аллах, поистине убереги меня и всех нас, и нас всех от бесполезных знаний от твоего слова Аллаха, которое нам, как говорится, дает мракобесный сказочник Муз Махмад. От бесполезных знаний. Зачитываем снова, это очень важно. Заостряем ваше внимание. О Аллах, поистине, убереги нас всех от бесполезных знаний, несмиренного сердца, от нафса ненасыщающегося и мольбы, которая остается без ответа. Сахих имам Муслим. А сейчас мы приступим к самой важной части нашего насихата. Аллаху Акбар. Вопрос. Можно ли считать пророка Муз Махмада сексуальным извращенцем? Пророку Муз Махмаду в момент его первого брака было 20 лет, а первой жене Хадиджи 40. 20 лет разницы. Все его жены, кроме последней Айши, не были девственницами. У них был повторный брак по разным причинам. Пророку Муз Махмаду на момент последнего брака было 53 года,
а его жене Аише 6 лет. Аллаху Акбар. А теперь будем зачитывать информацию, полезную для мусульман. Пророк Мухаммад педофил. Разбираемся, сколько лет было третьей жене пророка Аиши. Хотя это все знают, но мы это как бы зачитываем, напоминаем, чтобы люди осознавали. Тут это представлено во всем контексте, во всей его красоте. Пророк Мухаммад является основателем ислама. Исхлама. Второй по численности религии в мире. Поэтому обвинение Мухаммада в педофилии является сильным ударом по репутации пророка Мухаммада и всей его религии. Данное обвинение является очень популярным, потому что педофилия – одно из самых тяжких преступлений против тех, кто не может себя защитить. Если Хадиджа, первая жена Мухаммада, представляет собой позитивный образец для подражания и стержень взросления Мухаммада как мужчины и пророка в Мекке, то Аиша – это жена, чье присутствие больше всего окрашивает его годы в Медине, и чья история продолжает разворачиваться после смерти Мухаммада. Она была важной, но иногда и проблематичной фигурой для построения суннитской ортодоксии. Аиша служила значимым передатчиком пророческих традиций и проявила себя в качестве правоведа. Ее целомудрие подвергалось сомнению еще при жизни, а ее участие в гражданской войне мусульман, а значит арабов-бедуин между собой, поставило ее в центр дебатов о роли женщин в обществе. Для многих христианских авторов XIX века статус Аиши как полигамной жены иллюстрировал порочность мусульман. С середины XX века уже возраст Аиши стал центральным вопросом в дискуссиях о матери всех мусульман. И, как мы знаем, все жены пророка Мухаммада являются матерями всех мусульман. Так что Аиша является нашей матерью в исламе. Хадисы о возрасте Аиши. Это всем известно, мы тут зачитаем в этом контексте. Ничего нового. В двух наиболее надежных суннитских сборниках хадисов, принадлежащих Аль-Бухари и имаму Муслиму, говорится, что Аише было 6 или 7 лет на момент помолвки и 9 лет на момент заключения брака. То же самое передает Ибн Саад. Ибн Хишам говорит о 9 или 10 годах. Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Аише, дочери Абу Бакра, праведного в Мекке, когда ей было 7 лет. И он заключил с ней брак в Медине, когда ей было 9 или 10 лет. Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, женился только на ней. Также хадис из Сахих Муслим, сборник хадисов имама Муслима. Мой брачный договор с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, был заключен, когда я была девочкой, 6 лет, а моя свадьба состоялась, когда мне было 9 лет. Сахих Муслим, книга брака, 14:22. Один из авторитетнейших хадисоведов и средневековых историков ислама Ат-Табари дает некоторую информацию о возрасте жен Мухаммада, включая Аишу, в качестве биографического дополнения к его обширной истории. Его описание возраст не имеет важного значения. В первую очередь его интересует родословная жен и обстоятельства их союза с пророком Мухаммадом. Ат-Табари пишет, что Аише было 9 лет, когда она вступила в брак, который состоялся через 3 года после свадьбы и менее чем через год после миграции в Медину. Там же сказано о первой брачной ночи пророка Мухаммада с Аишей, что можно расценить как явную педофилию. Моя мать пришла ко мне, когда я каталась на качелях. Она взяла меня на руки и опустила на землю. Няня умыла мне лицо и повела за собой. Когда я приблизилась к дверям, няня остановилась, чтобы я смогла отдышаться. Когда я вошла, Мухаммад сидел на кровати в нашем доме. Моя мать заставила меня сесть ему на колени. Другие мужчины и женщины встали и ушли. Пророк Мухаммад вступил со мной в связь в моем доме, когда мне было 9 лет. А значит, он ее изнасиловал. В доме ее же родителей, когда ей было 9 лет. Это говорим мы, потому что тут написано красиво, но на самом деле это то, что произошло. Ат-Табари, Тарих Аль-Русул, Ва Аль-Мулук, История пророков и царей. Том 9, страница 131. Кому интересно, пожалуйста, проследуйте по ссылке и читайте.
Какой же был возраст у других жен Музмахмада? Хабиби, дочери Абу Суфьяна, мекканского врага Музмахмада, было 30 с лишним лет, когда она вышла замуж за пророка. А Джувайрия, еще одна жена Музмахмада, заявляет: мне было 20 лет, когда пророк Музмахмад женился на мне. Другой жене пророка, Софии Хуяи, согласно Ат-Табари, не было даже 17, и ей было всего 17, когда она вошла в комнату пророка Музмахмада. К тому времени София уже была разведена и овдовела. Причем последнее произошло от рук мусульман. Приблизительный возраст вступления в брак для 5 других женщин можно рассчитать по датам их рождения или смерти. Всем им было за 20 или за 30 лет. Зачем писали о возрасте Аиши? Аиша и, возможно, Хадиджа – единственные жены, возраст которых вызвал какой-либо реальный интерес. Ранние мусульмане, намеревавшиеся записать историю жизни Музмахмада, пророка Музмахмада, обращали внимание на возраст Аиши, матери всех мусульман, потому что она была противоречивой фигурой. Кстати, справка от редакции. Мать всех мусульман Аиша не имела своих детей. Но все-таки каким-то чудесным парадоксальным образом она стала матерью всех мусульман. И мы должны ее любить и лелеять, и боготворить больше, чем даже своих собственных родителей. Это все в исламе. Задокументировано фундаментально в Коране. Если биографы довольно быстро остановились на Хадидже как на положительной силе в жизни пророка Музмахмада, то присутствие Аиши вызывало значительно больше споров. Ведь Аиша сыграла важную роль в гражданской войне, которая представляла собой соперничество Диады Аиша Абу Бакр, отец Аиши, и Диада Фатима, Диада значит союз, дочь Музмахмада от Хадиджи. Хотя они все были связаны с Музмахмадом, но, как мы видим, они с друг другом воевали после смерти пророка Музмахмада. Этим они доказывают, что никакой святости в Музмахмаде, ни в его сказках мракобесных, называемыми сурами и аятами из Корана, нету. Это все было 1001 ночь мракобесного, развратного, похотливого, сумасшедшего, больного бедуина-араба Музмахмада. Дочь Музмахмада от Хадиджи, Али муж Фатимы и двоюродный брат Музмахмада. Это значит союзы, которые между собой враждовали после смерти Музмахмада. Исследователь исламской истории Дениз Спелберг предполагает, что конкуренция за статус могла породить потребность подтвердить молодость и чистоту Аиши. Все эти конкретные ссылки на возраст невесты усиливают предубеждение Аиши, менархиальный статус и косвенно ее девственность. Авторы суннитских хадисов настаивали на целомудрии Аиши, вероятно, по той причине, что существовали другие рассказы о Аише, в которых жена пророка была втянута в скандалы. И, как мы знаем, это правда. В священной книге всех мусульман, последователей Музмахмада, есть суры и аяты, где четко описано, что Аиша изменяла пророку Музмахмаду. И это все задокументировано в священной книге всех мусульман, которую они называют Китаб Коран. А что означает, что записано в Коране, это слово Аллах, которое передано нам посредством нашего пророка Музмахмада. Так вот, даже в Коране описано, как Аиша изменяла Музмахмаду. Например, известная история с ожерельем, во время которой Аиша стала от экспедиции в поисках потерянного ожерелья и затем была возвращена в группу молодым человеком. История послужила основанием для представлений о порочности Аиши. Связь Аиши с борьбой за престолонаследие в халифате сделала неизбежным споры о ее превосходстве над конкурентами. Указывая на другой отрывок из истории Ат-Табари, в котором говорится, что Аиша родилась до возникновения ислама, примерно 610 год, Спелберг допускает, что на момент вступления в брак ей могло быть 12 или 13 лет и старше при его заключении. Причиной приписывания Аиши более молодого возраста могла быть идея, что Аиша родилась в мусульманской семье. Это бы доказывало ее религиозную чистоту.
Христианские критики о возрасте Аиши. Возраст Аиши волновал первых суннитских мыслителей, но не вызвал существенного интереса у более поздних мусульман. Христианских полемистов Средневековья или раннего нового времени это также не волновало. Вместо этого их беспокоил общий разврат пророка Мюзмахмада, проявлявшийся в многоженстве, практике содомии его последователей и кровосмешения пророка Мюзмахмада в случае с браком Зайнаб, бывшей женой приемного сына Мюзмахмада. Священник и востоковед 17-19 века Священник и востоковед 17-19 века Хамфри Прида рассматривал брак с Аишей как часть масштабного мошенничества пророка Мюзмахмада. Женитьба на Аише, а также на Сауде и Хавсе было средством укрепления союзов с их отцами. Молодость Аиши не вызывает у него никакого осуждения. Аише тогда было всего 6 лет, и поэтому он переспал с ней только 2 года спустя, когда ей исполнилось полных 8 лет. Ибо в этих жарких странах, как и во всей Индии, которая находится в одном климате с Аравией, женщины обычно созревают для замужества в этом возрасте, а также рожают детей на следующий год. В 1831 году библеист и пастор Джордж Буш, предок 2 американских президентов, опубликовал первую в США биографию пророка Мюзмахмада, жизнь пророка Мюзмахмада, основателя религии ислам и Сарацинской империи. Джордж Буш оценивает пророка Мюзмахмада как замечательного религиозно-политического лидера, но в то же время называет его мошенником. Также он затрагивает обстоятельства женитьбы пророка Мюзмахмада. Чтобы усилить свой интерес к Мекке, он женился на Аише, дочери Абу Бакра, и вскоре после этого на Сауде, дочери Замы. Став таким образом зятем 2 главных людей своей партии, он обеспечил их покровительство своей персоне и своему делу. Буш подчеркивает политические цели пророка Мюзмахмада, однако возраст и личные качества Аиши его не интересуют. Он также не говорит о Хавсе. Этот отрывок не связывает повторные браки пророка Мюзмахмада со смертью Хадиджи. Возраст Аиши кратко упомянут только в последней главе, в которой говорится о женах и наложницах пророка Мюзмахмада. Буш признает влияние климата на женское созревание. Аиша вышла замуж, такова удивительная физическая скороспелость, свойственная восточному климату, в раннем возрасте 9 лет и пережила своего мужа на 48 лет. Биограф и писатель Вашингтон Ирвинг в книге 1849 года «История пророка Мюзмахмада и его последователей» придерживается аналогичного взгляда на возраст Аиши, хотя и выражает озабоченность, чуждую Приду или Бушу. Семья пророка Мюзмахмада в Медине состояла из его недавно вышедшей замуж жены Сауды и Фатимы и Калсум, Саламы, дочерей его покойной жены Хадиджи. У него было сердце, склонное к привязанности и подверженное женскому влиянию, но он никогда не питал особой любви к Сауде, и хотя он всегда относился к ней с добротой, он чувствовал потребность в ком-то, кто мог бы занять место его покойной жены Хадиджи. Он обратил взор на свою супругу Аишу, прекрасную дочь Абу Бакра. Прошло 2 года с тех пор, как они были обручены, и теперь ей шел 9-й год. Казалось бы, младенческий возраст, хотя женские формы удивительно рано развиваются в жарком климате Востока. Интересным образом, христианские авторы и востоковеды XIX века не отмечали женитьбу пророка Мюзмахмада на 6-летней Аише как что-то вопиющее и нецивилизованное. Пророк Мюзмахмад не критиковали за то, что он вступил с ребенком. Их больше заботило то, что пророк Мюзмахмад стал многоженцем. После смерти Хадиджи он взял в жены Саиду, но остановился на ней. Следующей стала Аиша. Посланник добра и нравственности. У меня вопрос один есть.
Да, я уже заканчиваю. Если вопрос такой не глобальный, в конце, если есть возможность, я сейчас заканчиваю. Ну, давайте, задайте вопрос, и мы посмотрим. Если он так быстро ответ требует, я отвечу. Давайте, пожалуйста. Вступил ли брак он с Айшей при жизни Хадиджи? Или он дождался, пока она умрет? И было Она, ли совершено тайное бракосочетание? не, при жизни она же Хадиджи? умерла. Она же умерла. Она же умерла, а потом он женился. Тут же написано, их больше заботило то, что пророк Мухаммад стал многоженцем после смерти Хадиджи. Вот тут написано, после смерти Хадиджи он взял в жены Саиду, но не остановился на ней. Следующей стала Аиша. И вот мы читаем дальше. Я ответил на ваш вопрос? Всё. И вот дальше читаем. Джон Глаб, британский военнослужащий и исследователь, в 1970 году опубликовал книгу «Жизнь и времена пророка Мухаммада», где пишет: ей было 9 лет, в то время как апостолу, пророку Мухаммаду, было 53. Когда она вышла замуж, то принесла свои игрушки с собой в свою комнату в доме пророка Мухаммада, где обычно сидела и играла с ними на полу. До конца его жизни Аиша была самой дорогой из его жен. Глаб объясняет этот брак обычной практикой, отмечая, что девочек часто выдавали замуж в возрасте от 8 до 9 лет. Какой же можно сделать вывод о возрасте Аиши? С одной стороны, очевидно, что девочка однозначно не достигла времени согласия в рамках современной системы ценностей и моральных координат. С другой, исламские богословы могут это объяснить как абсолютную необходимость в рамках существовавшей исторической парадигмы и традиций. К сожалению, проблема ранних детских браков до сих пор существует в исламском мире. Кстати, дополнение. Мы называем пророка Мухаммада не за то, что мы хотим его чем-то задеть или принизить его именно пророческие качества. А это титул, который ему дали чеченцы, свободные чеченцы, независимые, умные, величайшего пророка среди всех пророков. Мухаммад, за то, что он имел 11 жен. Потому что он пророк Мухаммад. Это один из величайших, самых дорогих титулов, которым одаривают чеченцы самых заслуженных, высоконравственных людей. Мухаммад. И поэтому чеченцы говорят, это одна из чеченских притч. Поэтому слушайте внимательно. Пророк Мухаммад – это одна из величайших, умнейших, гениальных личностей, которые имело человечество за всю свою историю. На этом наша хутба заканчивается. Благодарим всех за внимание и за ваше терпение. Алляху Экбер, Алляху Экбер, турецкий манер 4 раза. Алляху Экбер, Алляху Экбер, Алляху